В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске о сохранении исторических памятников, заседание научно-методического совета Министерства культуры. Грозит ли Абхазии птичий грипп? Актуальный репортаж программы. За равные информационные возможности Союз журналистов принял обращение в связи с предстоящими выборами в Народное собрание. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил государственного советника Республики Татарстан Минтимира Шаймеева с юбилеем. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства. Народ Абхазии высоко ценит ту помощь и поддержку, которую оказывал Татарстан в драматический для нашего государства период 1992-1993 годов, а также в не менее сложные для нашей республики послевоенные блокадные годы. Отрадно, что сегодня дружеские взаимоотношения между нашими республиками в различных областях продолжают развиваться и укрепляться уже в новых условиях признания независимости Абхазии и Российской Федерации, отметил в частности президент в своем поздравлении. Государственная дума ратифицировала договор между Россией и Абхазией о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы, сообщает российская парламентская газета. Документ был подписан в Санкт-Петербурге 28 мая 2015 года. Парламент Республики Абхазия договор уже ратифицировал. На пленарном заседании Госдумы замминистра юстиции России Максим Травников отметил, что договор впервые закладывает правовые отношения между сторонами в этой сфере. На территории Абхазии сейчас содержатся в тюрьмах 20 россиян, которые смогут воспользоваться возможностью отбывать наказание ближе к дому. В российских же тюрьмах на данный момент содержится 186 абхазов, сообщил он. По словам Максима Травникова, документ стандартный, предусматривающий описание порядка и основания для отказа в передаче осужденных, а также определенные условия. Главное из них – согласие осужденного и согласие государства, которое запрашивается осужденным для отбывания наказания. Заседание научно-методического совета по сохранению историко-культурного наследия Министерства культуры Абхазии прошло сегодня в Сухуме. Ученый совет обсуждал разбор стены Анакапии и реконструкцию Белого паруса. О том, к какому выводу пришли ученые, расскажет Налакова. Главной темой обсуждения научно-методического совета стал факт самовольного разбора стены у алтаря храма Феодора на Иверской горе и перенос артефактов, из которых она состояла, в музей Абхазского царства. Большинство участников научно-методического совета высказались, что, сделав это, директор заповедника Анакапи Алхаз Аргун нарушил закон, но катастрофических последствий его поступок не имел. Этот вопрос было решено обсудить и на встрече комиссии для дальнейшего решения проблемы. По словам министра культуры Эльвира Арсаля, не определен статус музея Абхазского царства. Следовательно, сохранность ценных экспонатов под вопросом, потому как неясно, кто несет ответственность за безопасность его экспонатов. Вы говорите о том, что артефакты перенесли в музей. Но на сегодняшний день в реестре музеев Абхазии нет понятия музея Абхазского царства. Есть здание гидроэлектростанции, или как оно называется, простите, не знаю, где расположена экспозиция. Да, замечательный музей, туда идет туристический поток. Но никакого статуса государственного музея почему-то у этого заведения нет. Вы говорите о том, что там он будет в большей сохранности, пропадет. Кто директор музея, к кому обращаться? Где положение о хранении и учете? Ничего такого нет. По словам присутствовавшего на встрече Алхаса Аргуна, он отправлял 4 письма в Министерство культуры с просьбой обратить на состояние реликвии внимание, но они остались без ответа. Министерством замалчивается факт нереагирования на многократные письменные обращения со стороны дирекции заповедника. В качестве примера привожу абзац из письма от 28 октября 2016 года на имя министра культуры. Прямо абзац говорю. Неоднократные письменные обращения по различным вопросам, выходящим за рамки полномочий заповедника, перечисляю письма от 2 июля 2015 года, от 6 апреля 2016 года, от 4 апреля 2016 года, от 4 мая 2016 года оставались без ответа. Также не всегда мы получаем консультативную помощь по вопросам, озвучиваем из устно. Было высказано мнение, что сама стена в алтаре храма Феодора изначально была построена с нарушением не только археологических правил, но и церковного канона. Стену собрали монахи в конце XIX века из плит ранее разрушенных храмов с греческими надписями и барельефами. Сами монахи, которые монтировали, как вы думаете, в алтарной части разнообразные орнаменты монтируют?
Это является нормой для христианской архитектуры. Как вы думаете? И с самого начала это было нарушение. Но просто единственное, мы привыкли все, и другое поколение привыкли. И потом, может быть, мы внутренне, может быть, возмущаемся, но на самом-то деле в храме, в алтаре не должно быть вот эти вот орнаменты. Они должны лежать в музее. Члены ученого совета высказывались о дальнейшей судьбе исторического памятника, который в данный момент находится в стенах Новоафонского музея. У него есть какие-то свои обязательства. Превысил ли он свои права или не превысил? Вопрос. Если он превысил, на мой взгляд, есть какие-то ступени, там, чья это была прерогатива сносить, решение о сносе принимать. Если он нарушил, на мой взгляд, нужно просто по служебной линии его как-то наказать. Не знаю, что уволить. Просто выговор. Это должен был прецедент. Чтобы не было отрицательного прецедента. На мой взгляд. Чтобы каждый, который считает, что энтузиаст дела, я имею право, с моей точки зрения, что делаю, поступаю правильно, сносить или убирать или строить. Это первый вопрос. Второй вопрос. Мы перед фактом уже находимся, да? Разобран памятник, находится в музее. Давайте разбираться с этим вопросом. Что делать? Возвращаем его на место или оставляем в музее? Ученый совет решил в срочном порядке создать соответствующую комиссию. Министерство сделало дисциплинарное взыскание, объявило выговор, и мы ознакомили директора заповедника, заактировали это, он есть. Это как бы в рамках, потому что за превышение полномочий, действия не соответствуют закону. И мы не собираемся это обсуждать. Что касается окончательной судьбы памятников, о которых мы сейчас говорим, была идея, и у нас такая идея была, вы ее озвучили, что необходимо создать специальную комиссию в ближайшее время, которая, там первый пункт, условия демонтажа, соответствовали это вот тем всем необходимым нормам, их состояние на нынешний момент, их судьба на будущее. Что мы делаем? Вмонтируем, храним там, в другом месте, в третьем. И вот это решение этой комиссии членов научно-методического совета мы ознакомим. Вопрос о нарушении законодательства в сфере охраны историко-культурного наследия, вычленение из государственного списка объектов историко-культурного наследия Республики Абхазия особо ценных объектов, имеющих особое значение, а также проект реконструкции ресторана «Белый парус» и многие другие вопросы обсуждались на встрече научно-методического совета. На Алакове, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Троллейбусы на «Маяк» не ходят с 2012 года. В декабре 2015 года тендер на полную реконструкцию контактной троллейбусной сети выиграла фирма «Абхазэлектромонтаж», которую возглавляет Давид Накопия. При начальной стоимости проекта в 43 миллиона рублей фирма «Абхазэлектромонтаж» обязалась уложиться в 32 миллиона 500 тысяч рублей и таким образом выиграла тендер, но в сроки уложиться не смогла. По словам начальника горстроя Тимура Агрова, проделано около 85% работы. Всего на линии протяженностью в 7,5 километров надо провести 28 километров провода. Уже заменены 330 опор. Возможно, в этом году жители «Маяка» все же дождутся запуска троллейбусов. В связи с неоднократным нарушением фирмы «Абхазэлектромонтаж» условий контракта, а именно нарушение сроков выполнения работ, Управлением горстрой в одностороннем порядке был расторгнут данный контракт. На сегодняшнем этапе мы создали рабочую комиссию, которая изучает объемы выполненных работ, после чего остаток работ мы планируем передать троллейбусному управлению администрации города Сухум. Мы должны составить сметную документацию на оставшиеся виды работы и заключить контракт с троллейбусным управлением. В данном контракте будут отражены сроки выполнения работ. Я думаю, максимальный срок – это 3 месяца. Обязательно троллейбусы поедут по этому маршруту. Вирус птичьего гриппа, или как его называют вирусологи, H5N1, зафиксирован на территории Краснодарского края. В некоторых районах даже объявлен карантин. Существуют ли вероятности проникновения вируса в Абхазию? В этом попытались разобраться наши корреспонденты. Репортаж Ренаты Шакая.
Накануне Нового года на хуторе Куличи Крымского района Краснодарского края зафиксирован падеж птицы. Причиной гибели 600 гусей назван птичий грипп. Жертвами этой же болезни стали более 130 диких лебедей. Очаги заболевания выявлены на территории Апшеронского и Темрюкского районов Краснодарского края. По сообщению информационного агентства «Краснодар Медиа», обнаруженные трупы птиц были сожжены. Для борьбы с птичьим гриппом и предупреждения распространения заболевания в очаге на прилегающей территории введен карантин. Абхазские специалисты опасаются появления птичьего гриппа и на территории нашей страны. Возникновение очагов, тем более совсем рядом, в приграничных с Абхазией районов, это без всякого сомнения вызывает опасность и повышает риски. Поэтому, конечно, нас беспокоит то, что вот совсем недавно на Кубани были зарегистрировано несколько случаев, были приняты соответствующие меры, которые позволят локализовать эту вспышку и не дать ей распространиться в другие регионы. Территория Абхазии находится в зоне риска, известной в науке как Восточно-Черноморский миграционный путь. Один из мощнейших миграционных путей птиц проходит через нашу республику. Краснодарский край, вообще Черноморское побережье, Азовское побережье являются местами массовой концентрации птиц на зимовках. И это является неким единым таким природным орнитологическим комплексом, то перенос этого вируса дикими птицами является, вероятность достаточно высока. В Абхазии благоприятные зимние условия, которые позволяют здесь зимовать огромному количеству птиц. В первую очередь разносчиками гриппа являются дикие птицы. Большое количество гусей, уток, лебедей, которые являются объектами охоты с одной стороны, а с другой стороны именно эти виды являются и основными носителями этого вируса. Поэтому контакт охотника с дикой птицей, потом он приносит домой эту птицу, дома дети смотрят, им интересно, это может стать причиной вот такой передачи. Поэтому я считаю, что вот раз такая опасность, риски увеличились, сегодня, если говорить о степени рисков, они достаточно высоки, то я бы сказал, что это оранжевый уровень опасности на территории Абхазии. Поэтому, конечно, нужно ограничить контакт человека с дикими животными, и вплоть до того, что даже посещать места, где концентрируется большие концентрации диких птиц, не следует. Птичий грипп – вирусная инфекция птиц с высокой заразностью, которая может протекать у них как бессимптомно, так и вызвать гибель. Последние годы один из штаммов птичьего гриппа стал патогенным и для человека. Переносчиками инфекции являются в своем большинстве дикие птицы, водоплавающие гуси и утки, которые практически не заболевают, однако имеют свойство мигрировать с места на место и тем самым переносить вирусы на большие расстояния. Домашние виды птиц, подверженные заражению вирусов птичьего гриппа, это куры и индюки. Прямой контакт как с дикой птицей, так и с домашней птицей может быть опасен. Поэтому, конечно, мы хотим предостеречь наших жителей Абхазии, чтобы по возможности исключить подобного рода контакты. А как могут осуществляться эти контакты? И как может осуществляться этот перенос от дикой птицы к домашней и к человеку? Ну, в первую очередь, мы знаем, что места концентрации птиц на зимовке в Абхазии, они находятся вблизи населенных пунктов. Ну, вот я просто назову несколько мест. Например, озеро Инкит. Рядом огромное заселенное пространство, это курорт Пицунда, это села Алвдза, Лахадзы, где и там дикая птица и домашняя птица очень контактируют. Как утверждают специалисты, в настоящее время основные опасения вызывает возможность передачи вируса от человека к человеку. Дабы не допустить распространения вируса H5N1 на территории Абхазии, при гибели домашней и падении дикой птицы надо незамедлительно обращаться в соответствующие инстанции для выяснения и устранения причин. Рената Шакай, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.
Союз армян Абхазии реорганизован в общественную организацию «Армянская община Абхазии» и возглавил ее герой Абхазии Галуст Трапизанян. Такое решение было принято сегодня на внеочередном съезде организации. Также депутаты утвердили новый устав и регламент, а также избрали членов Совета. Подробнее обо всем расскажет Нисфа Аршба. В работе третьего внеочередного съезда приняли участие 217 делегатов из 6 районов Абхазии. Собравшимся необходимо было обсудить множество организационных вопросов, в том числе и название. Достаточно кропотливая и большая работа была проведена. И в большей части, знаете, на будущее, что называется. На будущее, потому что, чтобы в дальнейшем у нас вот таких коллизий не возникало. Знаете, над нами уже так шутят. Очередной, внеочередной съезд. Следующие съезды, я очень надеюсь, друзья мои, что мы все наберемся ума разума, все наши следующие съезды будут только очередными. За вариант вернуть организации прежнее название «Армянская община Абхазии» проголосовали единогласно. Изменению подверглись практически все области жизнедеятельности организации. К примеру, срок работы руководителя вновь сократили с 5 до 3 лет, а проведение очередного съезда возможно не чаще 1 раза в год. Согласно уставу Армянской общины Абхазии, главный орган организации – Совет. В него было избрано 35 человек, представленные районными отделениями. Ну а далее приступили к выборам главы общественной организации. На рассмотрение членов внеочередного съезда было предложено 2 кандидатуры – героя Абхазии Галуста Трапизанян и прежнего председателя Хачика Минасян. К выборам нового руководителя организации приступили еще в прошлом году, после того, как Хачик Минасян сложил с себя полномочия. Был создан оргкомитет по проведению выборов нового главы армянской общины Абхазии. Голосование, как и положено по уставу организации, было тайным. Всего было выдано 215 бюллетеней. Из них 9 были признаны испорченными. Большинством голосов главу армянской общины Абхазии избран Галуст Трапизанян. За проголосовали 124 человека. Это заслуженная победа, это ваше доверие. Я и сказал, что поздравлю, и, естественно, вместе с ним будем делать то дело, которое было делать. Все, я вам благодарен за все. Это были те вопросы, которые Хачик Тигранович, Вагашак Арамович, мы, общая наша команда говорила, к чему мы должны идти, что делать. Так что мы готовы, у нас есть ответственность перед вами, потому что вы решаете правильно, как это должно быть, потому что Совет армянской общины Абхазии снизу формируется, и сейчас это сделано, и, естественно, они несут ответственность, обратная связь с местными районными отделениями. В работе съезда приняли участие глава столичного собрания Константин Пилия и заместитель главы администрации Сухума Леон Кварчи. Нисфа Аршба, Тимур Гогохи, Константин Парулова. Абхазское телевидение. Сегодня прошло первое после 12-го съезда заседание Президиума Союза журналистов Абхазии. Члены правления единогласно избрали заместителями председателя Союза журналистов Зураба Аргун и Заиру Цвижба. Ответственным секретарем Творческого союза избран Владимир Хашба. Председатель Союза журналистов Руслан Хашик внес на рассмотрение проект обращения в связи с предстоящими выборами в Народное собрание Абхазии. Члены Президиума одобрили обращение, в котором содержится призыв к журналистам и руководителям СМИ руководствоваться исключительно действующим избирательным законодательством и законом о СМИ, предоставлять всем кандидатам равные информационные возможности. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в выходные дни в Абхазии ожидается неустойчивая погода. В субботу ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадка. В воскресенье ожидается облачная погода, дождь, местами дождь со снегом. Температура воздуха ночью +1-3, днем +5-7 градусов.